Мы помним всех, кто на полях сражения, в окопах мерз, не досыпал ночей, матросов из Калиев и Карелин, в бессмертие шагнувших сыновей. Бросок другой, и залегла пехота, Мамышлы ведет джигита в бой. Баймагамбетов к амбразуре дзота ползет и вот, закрыл ее с собой. Маншук Маметова строчит из пулемета и падает от пули на снегу. Гастелло и Абдира в самолетах летят с высот на головы врагу. Во имя жизни, память о героях собрала средства вся Караганда, и самолет был заново построен, Нуркен Абдиров вновь в Крыму врага. Мы помним Молдогулову девчонку и снайпера, разившую врага. «За мной, в атаку!» — крикнувшая звонко. Моресьева, стонавшего нога. Дважды герой, ослетчик Бегельдинов, таких как он из 1001. Бомбил врага за слезы и руины, летал над Украиной на Берлин. Страна героев чтит, не забывает. А кто готов был к вылету всегда? И нам ответит школьник в Кустанае: герой наш дважды, Леонид Беда. Наш Казахстан в дни тяжких испытаний потоки грузов принял и людей, построил множество заводов, зданий, осиротевших приютил детей. В Шымкент с фронтов привозят эшелоны, сотни бойцов, страдающих от ран, и беженцев захваченных районов. Мы хлеб и горе делим пополам. Здравствуйте, уважаемые коллеги и студенты! Сегодня заседание нашего кружка мы посвящаем 75-летию победы в Великой Отечественной войне. В этот день мы со студентами вспомним и поговорим о наших земляках, участвовавших в войне, о вкладе нашего города в победу над фашизмом. Прошло 75 лет, но эхо той войны до сих пор не умолкает в душах людей. Сколько бы ни прошло времени, мы всегда должны помнить о тех потерях, которые понес наш народ. Мы должны помнить о превращенных в руинах городах и селах. Мы должны помнить о тружениках тыла, вынесших на своих плечах непомерное бремя военного лихолетия. Мы должны помнить о самых главных и невосполнимых потерях, миллионах жизней, сгоревших в пожаре этой войны. Мы всегда должны помнить ужасы этой войны. Народная мудрость говорит нам о том, что только тот народ достоин будущего, кто помнит свое прошлое. И мы должны все помнить. Это память, которой не будет конца. Память, которой не будет конца. Это память о героизме, бесстрашие и смелость, о настоящем патриотизме народа, победившего в этой страшной войне. Мы, молодое поколение, обязаны уважать, чтить и сохранять память о наших земляках, чей вклад в победу был очень значительным. Давайте вспомним, как это было. 22 июня 1941 года гитлеровская Германия вероломно, без объявления войны, вторглась в пределы советского государства. Начавшаяся агрессия фашизма всколыхнула всю страну. Ярким проявлением патриотизма народа явились массовые заявления трудящихся о добровольном вступлении в ряды защитников Родины. На общегородском митинге 23 июня 1941 года была принята резолюция, в которой говорилось: трудящиеся города Шымкента заявили, что вместе со всем народом они будут грудью отстаивать родную землю, будут биться до полного уничтожения врага. Одним из первых в Шымкентский городской военкомат пришли ветераны гражданской войны, офицеры запаса, учащиеся и студенты институтов, техникумов, училищ и школ. Тысячи шымкентцев в годы Великой Отечественной войны храбро сражались в составе частей советской армии и в партизанских отрядах. Одним из тех, кто принял первый бой на рассвете 22 июня в Брестской крепости, был наш земляк, механик-водитель танка Касым Ильяс Джарменов. Касым Джарменов во время службы постоянно участвовал во всех спортивных соревнованиях. Победителям первенства давался отпуск для поездки домой на 10 дней. Касым в составе команды усиленно готовился к игре и мечтал о побывке домой. Финальный матч был назначен на 12 часов дня 22 июня 1941 года. Начавшаяся война отодвинула срок
приезда его в Шымкент. Приняв первый бой в составе бессмертного гарнизона Брестской крепости, Жарменов раненым попал в плен к фашистам и был отправлен в концлагерь, откуда вместе с 2 товарищами он совершил побег. Участвовал в боях в составе чешского партизанского отряда, затем служил в военно-пехотном училище. С оружием в руках, наравне с мужчинами, геройски защищали родину от фашистов и шымкентские женщины. Вера Сайфуллина много сотен верст прошла по дорогам войны, освобождала Венгрию, Австрию, участвовала в боях на Дальнем Востоке и с победой в офицерском звании с 5 боевыми наградами вернулась в Шымкент. Со 2-й батареей 430-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона прошли с боями по фронтовым дорогам и вернулись домой в родной Шымкент Надежда Постникова, Екатерина Балина, Нина Бокарева, Наталья Бочкарева, Мария Москалюк. В одном полку прошли славный боевой путь связисты Бекметьева и Баймуратова. Чехословацкий народ не забыл боевые подвиги этих девушек-связисток и отметил их памятными медалями. Также они стали почетными гражданами города Рутенберг. Разия Шакировна Искакова сразу же после окончания медицинского техникума вступила в ряды советской армии в качестве медсестры. Начав службу в 1941 году, она дошла до Берлина. Сотни раненых воинов обязаны ей своей жизнью. Она одна из 26 женщин Советского Союза, награжденных медалью имени Флоренс Найтингейл, высшим знаком отличия Международного комитета Красного Креста. Еще одна наша землячка – это Капиталина Ивановна Павленко, мужественно сражаясь в годы Великой Отечественной войны. На ее счету десятки уничтоженных огневых точек и бронемашин врага. За ратные подвиги она награждена орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды и медалью за отвагу. В гвардейской 120-й стрелковой дивизии служил Хасан Мамутов. Весной 1943 года дивизии предстояло форсировать реку Днепр, захватить плацдарм и освободить город Рогачев. Батальону была поставлена задача переправиться на противоположный берег и захватиться на нем. По реке шли льдины. Мамутов, поддерживая одной рукой доску с пулеметом, поплыл к другому берегу. Фашисты заметили переплывающего и открыли огонь. Достигнув благополучно другого берега, Хасан Мамутов, пользуясь темной ночи, пополз к проволочному заграждению, рискуя подорваться на минах. Осторожно подбирался к вражескому пулемету. Метнул гранату. Пулемет замолк. Хасан бросился вперед. Автоматной очередью он уничтожил 2 фашистов и захватил пулемет. Повернул его в сторону блиндажей врага и начал обстреливать. Командование высоко оценили подвиг ефрейтора Хасана Мамутова. Ему присвоено звание Героя Советского Союза. В боях за освобождение Киева отличился младший сержант из Шымкента, артиллерист 72-й механизированной бригады Николай Гаврилович Чунтунов. Ему также было присвоено высокое звание Героя Советского Союза. Вербек Садыков, Карабай Каутаев, Николай Макаров, Николай Кульнов за храбрость и героизм, проявленный в борьбе за Родину, удостоены орденов славы 3 степеней. В партизанских отрядах храбро сражались народные мстители Галиев, Пархоменко, Пономаренко и Кинжибаев. В составе воинских частей многие шымкентцы участвовали в боях за взятие Берлина и расписались на стенах поверженного Рейхстага. Город Шымкент и вся наша область гордится своими 38 героями Советского Союза, 8 сынами, удостоенными орденов славы 3 степеней. Война также потребовала всемирного увеличения выпуска продукции на заводах и фабриках города. Город давал фронту запасные части к танкам, снаряды, металл и оптику. Рабочие Чимкентского свинцового завода объявили себя мобилизованными до конца войны. Из 10 пуль, выпущенных по врагу, 7 были отлиты из свинца, выработанного Чимкентским свинцовым заводом. Решающее значение на предприятиях города приобрел труд женщин. Если на свинцовом заводе до войны работает 330 женщин,
то в июне 1942 года там работало более 900. Они вставали к станкам, заменяя ушедших на фронт мужей, отцов и братьев. В конце 1941 года в Чимкент эвакуировали предприятия из Московской области, Краснодарского края, Киева, Харькова, Воронежа и Кременчуга. Всего за годы войны в Чимкент было перебазировано из прифронтовой полосы 17 заводов и фабрик численностью 20 тысяч человек. Уже в январе 1942 года вступили в строй и дали продукцию 7 эвакуированных предприятий. В суровых условиях военного времени постоянно строились и новые предприятия. В строй уже действующих вошли Чимкентский малоэкстракционный завод, Чимкентский мясокомбинат и Чимкентский маслозавод. Осенью 1941 года в село Белые Воды под Чимкентом передислоцировалось Чугуевское летное военное училище, в составе которого инструктором был до лета 1942 года прославленный ас, трижды Герой Советского Союза, генерал-полковник авиации Иван Никитович Кожедуб. Также в годы Великой Отечественной войны в Чимкент из Москвы были эвакуированы Академия архитектуры СССР, Театр Моссовета. В августе 1941 года стало прибывать эвакуированное население более 8 тысяч человек из Ленинграда, Киева, Одессы, Новгорода, Запорожья и Ростова-на-Дону. Прибывшие были обеспечены жильем и работой. В годы войны в Чимкент переехали 150 детей из 2 детских домов Ворошиловградской и Воронежской областей. Коллективы предприятий, организации города старались окружить их теплом и заботой. Жители Чимкента помогали семьям военнослужащих. На свинцовом заводе была открыта столовая для детей-фронтовиков. Большую помощь трудящиеся города оказали раненым бойцам. В лучших зданиях города обосновались эвакуационные госпитали. Один из них был размещен в здании Чимкентского педагогического училища. Патриотизм трудящихся Чимкента, как и всей страны, сказывался не только в самоотверженном труде, но и во многих других формах помощи фронту. Движение за создание Всенародного фонда обороны, сбор средств на вооружение, сборы подарков и теплой одежды фронтовикам, а также постоянная забота о раненых и инвалидов. Все предприятия и организации, учебные учреждения города активно приняли участие на сборе подарков фронтовикам. Трудовые и ратные подвиги людей, в том числе и наших земляков, в годы Великой Отечественной войны стали мощным источником сил, обеспечивающий победу советского народа над фашистской Германией. Людям, прошедшим войну, никогда не забыть, чего она стоила. За счет преданности своей родине они вместе дошли до победы. Вклад наших земляков в дело разгрома врага был неоценим. И мы должны сохранить память о них и рассказывать об их бессмертных подвигах.